Всем доброго времени суток. Хотел бы немного поговорить о истории и об истории, в том числе и истории России. Что такое история, в принципе, да, вот когда говорят о том, что хорошо было бы знать историю своей страны и, в принципе, историю мира, то нужно понимать, что говорят о памяти. Да, что такое история? Это память о том, что было. То есть память о том, что было с твоей страной, о том, что было с твоей семьей, с твоим родом, о том, что было, в принципе, с человечеством, да, о том, что было в жизни Востока, Запада. Так вот, если мы говорим о том, что история – это память, то нужно уйти в такой разрез и вспомнить о том, что, по сути, когда говорят о карме, также говорят, что карма – это память, да, это психоэмоциональные впечатления о каких-то прошлых событиях. В принципе, равно как история, это некие события, но это не просто события, это некие впечатления о событиях, потому что события были и другие в это же время, но мы помним почему-то именно какие-то конкретные события, да, они для нас сыграли огромную роль. В частности, да, вот, в истории мы видим такие факты, да, и чаще всего высвечиваются такие факты, как военные действия, да, потому что это очень сильные психоэмоциональные впечатления для народов или для народа, которые участвуют в этих военных событиях. То есть, по сути, мы говорим об карме страны, о карме родовой, ну и так далее, о карме народа. Вот что такое история, по большому счету. И именно в таком разрезе нужно рассматривать историю, и было бы более правильно рассматривать историю, потому что тогда мы будем понимать и более причастно историю и карму своего рода, своей семьи, потому что каждая из наших семей так или иначе присутствовала в истории той страны, в которой эта семья находится. То есть, соответственно, это некие психоэмоциональные впечатления, это некая память о прошлом. И даже если вы не очень хорошо знаете историю, так или иначе в ваших генах сидят, скажем так, да, эти впечатления, запечатлелись эти отпечатки психоэмоциональные, отпечатки благодаря вашим предкам и вашим прошлым воплощениям о каких-то событиях, которые происходили с этой страной. Потому что так или иначе, если вы родились в этой стране, вы как-то с ней связаны каким-то образом. То есть у вас уже есть какая-то связь, вы поэтому здесь и находитесь, и проживаете. И не важно, какая это страна, важно, что у вас есть с ней связь с этой страной. Так вот, если перейти к истории России, по сути, я хотел бы сегодня затронуть такую небольшую, скажем так, тему, но и совсем чуть-чуть это затронуть, конечно же, потому что это огромный пласт, огромный разрез, то, что нужно изучать, и то, что было бы интересно понять другим людям, но я лишь немножко об этом хочу упомянуть. Да, я хочу вспомнить о том, что огромная часть территории, которую сейчас занимает Россия, когда-то это была территория Золотой Орды, Алтын-Орда. Да, и по разным каким-то, да, причинам, по различным причинам, и прежде всего в силу каких-то междоусобиц после смерти Чингисхана, создателя Золотой Орды, по большому счету Золотая Орда начала распадаться и распалась на много различных частей. Да, и одной из огромных частей, важных частей на самом деле, и об истории этой части, да, Золотой Орды, о влиянии этой части Золотой Орды очень много
источников сохранилось, да, исторических фактов в России, в зарубежных странах и так далее. Так вот, я хочу сказать о Ногайской Орде. Да, это в результате распада Золотой Орды появилась такая часть, да, появилось такое государственное образование, как Ногайская Орда. И создателем Ногайской Орды, основателем Ногайской Орды был один из военачальников Золотой Орды, это Беклербек Едыгей. Беклербек – это князь князей. Да? И вот Едыгей был очень таким талантливым военачальником, и в принципе он сумел объединить под своим руководством огромную часть того, что когда-то называлось Золотой Ордой. Вот. И по большому счету, да, это были территории в какой-то степени нынешнего Кавказа, это была территория между Волгой и Уралом, это Астрахань, это Башкирия, Удмуртия и так далее. То есть огромная территория, это северо-запад Казахстана. Да, вот это все было по большому счету таким государственным образованием, которое называлось Ногайская Орда. И да, вот тут такой момент, как бы есть много исследований различных по поводу того, как взаимодействовало Московское княжество, а очень важно понимать, что то, что называлось и называется Русью, называлось Московским княжеством. То есть Московское княжество было и одновременно вроде как отдельным государственным образованием, и в то же самое время это было как часть, по большому счету, в начале Золотой Орды, затем частью Ногайской Орды. Да, потому что так или иначе в Золотой Орде хан Золотой Орды выдавал ярлык, то есть по большому счету делал, грубо говоря, да, губернатором Московского княжества, делал какого-то князя, то есть да, давал разрешение, что теперь этот человек будет управлять Московским княжеством. То есть, как бы, при этом не было завоевания как такового, да, вот порабощения рабского состояния, но в то же самое время было некое такое вот опосредованное, но подчиненное положение в какой-то степени. Затем это в какой-то степени перешло на Ногайскую Орду, и также, да, присутствовали какие-то моменты такого же характера управления. Но потомки князя Едыгея, да, как бы поступали по-разному, и вот это образование государственное, такое как Ногайская Орда, оно просуществовало на самом деле не так долго, и Ногайская Орда в какой-то момент, по большому счету, стала частью Московского княжества. Вот что самое интересное. Да? Праправнуки князя Едыгея – это Юсуф и Исмаил. Да, вот как раз-таки те люди, которые, в принципе, уже находились, скажем так, у момента распада практически Ногайской Орды. И Юсуф был сторонником османского влияния, сторонником турецких каких-то таких веяний и так далее, и был склонен к объединению с Турцией. Во время правления Юсуфа в Ногайской Орде Крымское ханство, да, тоже часть Золотой Орды, приняло сторону Османской империи, и по большому счету Крымское ханство вело войны с Великим Московским княжеством. И Юсуф, он был склонен, да, к объединению и взаимодействию с Крымским ханством и с Османской империей, естественно, в том числе. Да, и нужно понимать, что влияние Ногайской Орды было огромно, и да, очень жаль, что мало об этом упоминается, потому что даже та же правительница
последняя правительница Казанского ханства Сююмбике, это была дочь Беклербека Юсуфа, то есть правителя Ногайской Орды. Вот. Но второй брат Исмаил, брат Юсуфа, он был как раз-таки за объединение, добровольное объединение с Московским княжеством. И важный момент такой был, да, когда два брата сошлись в бою, то есть это было такое военное столкновение, по большому счету, под Астраханью, в котором был убит Юсуф, и князем Ногайской Орды, правителем Ногайской Орды стал Исмаил, который сыновей Юсуфа выдал Ивану Грозному, то есть это все было при Иване Грозном, да, который правил в это время Великим Московским княжеством. И сам, в принципе, Исмаил изъявил желание объединяться с Московским княжеством. То есть и в дальнейшем это привело к добровольному присоединению, по большому счету, и объединению с Московским княжеством Ногайской Орды. Да, и именно Исмаил способствовал этому объединению. Более того, Исмаил вместе с Иваном Грозным в дальнейшем выступал в войнах против Крымского ханства, также против шведов вели войны вместе они с Иваном Грозным и так далее. То есть уже, конечно же, не на равных, но практически на равных это происходило. То есть это было взаимодействие двух государственных образований Великого Московского княжества, Ногайской Орды. Но в принципе, да, Ногайская Орда уже в то время все больше переходила под влияние, скажем так, или под взаимодействие с Московским княжеством. И важный момент, который я хотел бы отметить, и о котором нужно было бы вспомнить, да, то, что князь Едыгей, тот, кто был родоначальником Ногайской Орды, он был не чингизидом, и он не имел права называться ханом, да, и, соответственно, для того, чтобы как-то обосновать вот свое притязание на правление, по большому счету, он одну из жен взял дочь хана Тохтамыша. Тохтамыш это был один из ханов Золотой Орды, и он взял себе в жены одну из его дочерей, это Джанике. И вот здесь очень интересный такой разворачивается момент. Да, естественно, все потомки, в том числе и князь Юсуф, и Исмаил, это потомки князя Едыгея и Джанике. То есть Юсуф и Исмаил это чингизиды. Да, они уже потомки Чингисхана, получается, по хану Тохтамышу. И таким образом они уже имели право, да, вот, на правление и так далее. Но когда Исмаил, да, в бою победил, в сражении победил своего брата и все-таки сподвиг и способствовал объединению Ногайской Орды с Московским княжеством и выдал потомков, да, князя Юсуфа Ивану Грозному. Иван Грозный выдал в том плане, что ничего плохого в этом не было, как раз таки, да, с ними ничего плохого никто не делал, им выделили наделы земельные, им дали целые города в правлении и так далее, этим потомкам, этим сыновьям Юсуфа. И вот здесь, да, очень такой важный момент, о котором тоже нужно упомянуть, и почему я говорю про знание истории, знание кармы своего народа. Если вспомнить про князей Юсуповых, да, то это как раз-таки потомки Юсуфа. Да, и это была богатейшая семья, которую уже в принципе считали, да, российскими, русскими князьями, хотя это были татарские князья. И великая, красивейшая усадьба Архангельская – это имение князей Юсуповых. Да? Это то, куда многие приезжают, сейчас наслаждаются
красивейшими, прекрасными видами, там, интерьерами и так далее. Это как раз-таки создали князья Юсуповы, потомки Юсуфа, то есть и потомки Едыгея, и потомки Чингисхана, по большому счету. То есть вот это тоже такой момент, который важно, да, узнать или вспомнить, если кто-то об этом знает. А потомки Исмаила, да, того человека, который объединил Ногайскую Орду с Великим Московским княжеством, в частности, это князья Урусовы, которые до сих пор, в принципе, также этот род сохранился. В большей степени они живут в Америке, в Канаде и так далее. Это потомки Исмаила. И очень интересный момент, да, что та самая дочь хана Тохтамыша, она была родом из Крыма, да, из города Кырк-Ор. Это город, который был изначально столицей Крымского ханства, по большому счету, да, или главнейшим городом Крымского ханства. Она была оттуда родом, и она уехала туда как после смерти своего мужа, князя Едыгея. И еще после этого она 17 лет управляла этим городом. Это неприступный город, крепость, уникальный на самом деле, который мы посетили. И что самое интересное, до сих пор сохранился мавзолей Джанике Ханум. Да, мавзолей, получается, дочери хана Тохтамыша и жены князя Едыгея. Этот мавзолей находится в этом уже заброшенном мертвом городе Кырк-Ор. Вот. А умерла, нужно сказать, да, что Джанике Ханум в 1437 году. И с этого момента до сих пор существует данный мавзолей. То есть это очень интересно. И да, вот мы все, или так многие, ездят по разным странам, в том числе, допустим, ездят в Индию, посещают различные так называемые мертвые города. Вот, допустим, я был не один раз в таком мертвом городе в Индии, как Фатихпур-Сикри, который построил великий император Акбар. Очень интересный город, замечательный, да, мертвый, уже там никто не живет. Но у нас, в принципе, здесь совершенно рядом, вот в Крыму, до сих пор существует мертвый город Кырк-Ор. Да, это буквально там 3 километра от Бахчисарая. И туда можно прийти и многое что увидеть. Это очень интересное, уникальное место с богатейшей историей на самом деле. Да, и вот что важно, да, что в принципе есть вот такое место, которое можно посетить. Что важно, что по большому счету потомки князя Едыгея, правителя Ногайской Орды, и одного из военачальников Золотой Орды, и потомки Джанике Ханум, да, дочери хана Тохтамыша, хана Золотой Орды, по большому счету сыграли огромнейшую роль в формировании России, в каких-то культурных наслоениях в той же самой России. То есть важно помнить, что история России, культура России – это очень большое многообразие, это огромные пласты различных культур. Да, и сейчас, в принципе, существуют те же народы, республики в России. Да, это остатки Ногайской Орды, это остатки Золотой Орды. И это тоже важно понимать, важно помнить, важно ценить это многообразие, которое существует у нас, потому что история, как я уже сказал, это память, и, соответственно, это карма, которую нужно понимать, потому что в соответствии с этой кармой мы продолжаем жить. То есть пока она существует, то есть существует история, существует память об этом, мы так или иначе будем двигаться и жить в соответствии с этой историей. То есть, если вы принадлежите там какой-то народности, не соответствует, скажем так, или вы признаете какую-то часть истории, не хотите признавать какую-то другую часть истории нашей страны, не значит, что этой части истории нашей страны не существует, потому что другая народность
выходит и исходит именно из этих исторических фактов, из этих исторических реалий. То есть все многообразие должно рассматриваться и быть признанным. Сзади меня розочка. Красиво цветет. Красиво цветет. Красиво цветет. Розочка. Я не знаю, я ее снимаю или нет. Будет красивенькая розочка. Фонтанчик. Замечательный Бахчисарай. И Бахчисарайский фонтан практически. Город Бахчисарай, единственный в мире ханский дворец. Единственное сохранившееся такое здание из Золотой Орды. Бахчисарайский фонтан, написанный Пушкиным. Древний город Кырк-Ор. Камнежуй какой-то. Камнеежка. Он еще новый. Ну вот, пещерный город Кырк-Ор. Может быть, вот здесь? Скорее всего, да. Да? А ну-ка, давай остановись. Да. Лия. Третья позиция. Лия! Гран-при. Мы сходим непосредственно в главную часть города Кырк-Ор. Здесь сохранились
некоторые здания, которые строили. То есть не только пещерные какие-то сооружения, но и построенные здания есть. Это в городе Кырк-Ур караимские храмы, оставшиеся. Два караимских храма. Караимы — это хазары. Вот написано, что это вообще 14 век, памятник архитектуры. Тут 18, а этот, ну здесь вообще написано 14 даже. 14 век, Да, 14 век. Да. Улица древнего города Кырк-Ур. Здесь находилась мечеть хана Джанибека, одного из ханов Золотой Орды. Остатки руины мечети хана Джанибека. Здесь мы видим одну из, наверное, главных сейчас достопримечательностей этого древнего заброшенного города в Крыму, города Кырк-Ур. Это мавзолей Дюрбе Дженике Ханум. Это удивительная женщина, одна из правительниц этого города. Это было на самом деле ее родовое имение, родовой город-крепость. Дженике Ханум — это дочь хана Тахтамыша, одного из легендарных ханов Золотой Орды. И
Джаникия Ханум — это одна из жен князя Едыгея. Но что самое интересное, это правительница Джаникия Ханум является предком, как и князь Едыгей, рода Юсуповых. Это знаменитый род, богатейший род России, так же как она является предком рода Урусовых. Мавзолей Джаникия Ханум, одну из правительниц древнего города Кыргор. Это ее родовое имение, родовое поместье, так сказать, родовой город, крепость древний в Крыму. И Джаникия Ханум была дочерью хана Тахтамыша, хана Золотой Орды. Соответственно, она являлась потомком Чингисхана, чингизидка. Мать отсюда родом, то есть по матери она представительница этого города родового. И Джаникия Ханум была одной из жен князя Едыгея и является прародительницей древнего рода Юсуповых и древнего рода Урусовых, так же как и князь Едыгей, то есть их сын Нураддин — это предок рода Юсуповых и рода Урусовых. Практически неприступный город Кыргор находился вот на вершине этой горы. Со всех сторон он выглядит примерно вот таким образом. Это обрывы, и подобраться незаметно практически невозможно к нему. Интересный момент, который я бы хотел упомянуть в заключении этого видео. В свое время, все об этом помнят, была легендарная
Куликовская битва, да, между князем, правителем Великого Московского княжества Дмитрием Донским и ханом Мамаем. По большому счету, опять же, Мамай не был ханом, он был князем, да, потому что Мамай не был чингизидом. Это был один из князей, который также, да, на моменте распада Золотой Орды какие-то проявлял свои, да, притязания на правление какой-то части Золотой Орды. Так вот, дело в том, что если вы просто возьмете банально и вот зайдете в Википедию и посмотрите страницу об Иване Грозном и изучите, вот просто непредвзято, спокойно изучите, кто такой Иван Грозный, вы увидите, что матерью Ивана Грозного была Елена Глинская. И если вы просто изучите, кто такая Елена Глинская, то вы увидите определенный факт, исторический факт. Елена Глинская – это потомок хана Мамая. И это исторические данные, абсолютно исторические данные. Дело в том, что сын хана Мамая в свое время уехал в Великое Литовское княжество. И оттуда же происходит Елена Глинская, да, их фамилия по местности, в которой они жили. То есть. И таким образом Иван Грозный, он по отцовской линии потомок Дмитрия Донского, а по материнской линии он потомок хана Мамая. Вот такое хитросплетение на самом деле, и это исторический факт, который нужно признать. И по большому счету, почему тот же самый Исмаил, да, правитель Ногайской Орды, довольно легко и, ну, может быть, нелегко, но в принципе довольно спокойно шел на объединение, соединение с Иваном Грозным, потому что на тот момент все об этом знали. По большому счету Иван Грозный был такой же, как они, да, как потомки Золотой Орды, как потомки Ногайской Орды. То есть это было определенное, как бы, объединение практически понятное для людей. Это было объединение равных людей. Это было объединение людей, которые знали историю и знали свое происхождение. И нам сейчас, в принципе, по большому счету, было бы важно, наверное, знать вот эти тонкости какие-то, ну или, по крайней мере, интересно знать эти тонкости нашей истории, истории России, для того, чтобы понимать, насколько богата история, насколько богата культура нашей страны. Вот так, в принципе, если кратко сказать о Ногайской Орде, о ее влиянии, в принципе, на историю России. Всем удачи. Если есть какие-то или будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь на них ответить.